Журчание реки, пение птиц, прохладный ветер – все это ждет отдыхающих на берегу Асы в Нестерской. Летом сотни людей устраивают здесь пикники, о популярности можно судить и по количеству мусора. Это место буквально усеяно им. Проблема накопленных отходов на берегах рек до сих пор остается актуальной, но в этом случае претензий к отдыхающим нет. Ну, как вы видите, территория чистая, только единственное место, где установлены контейнеры для сбора, вывоза мусора, они и переполнены. Это недоработка муниципалитетов, которые организовали, да, место благоустроили, но не организовали вывоз мусора своевременно. Со своей стороны мы сейчас, конечно, при достижении выпишем, будем работать, заставим их все убрать в рамках полномочий. Но хотелось бы, чтобы не доводить. В любом случае, сегодня граждане уже более-менее, как мы видим, стали ответственны. Они уже за собой убирают, складируют именно там, где государство установило место, откуда надо это все вывозить. Разъяснительная работа дает свои плоды. Жители и гости зон отдыха после посиделок аккуратно собирают накопившийся мусор в отведенном для него месте. Дальше дело за местной администрацией. Почему отходы не вывозят? Каждую неделю, которую мы убираем, на следующий день приходим, как будто бы здесь никто ничего не убирал. Вот такое ощущение. У нас сейчас 3 бака стоят, мы еще заказали 5 баков. Но уже не баки, а лодки большие. Вот по 53, ГАЗ-53, большие лодки. Вот. И мы заключили договор с экосистемой, чтобы каждый периодически, раз в неделю, они могли вывозить, убирать. Я думаю, мы эту работу наладим. Еще одна антисанитарная картина. Отсюда видны строительные отходы в обрыве по той стороне реки. Сотрудники Росприроднадзора делятся, что уже несколько лет борются с местным населением по этому вопросу. Выявлено было, мы обходили вместе с участковыми, оштрафовали всех, которые это выбрасывают. Сегодня они говорят, мы не знали, у нас берег осыпается. Это не только здесь, это и в Сунже, везде это говорят, берег у нас осыпается, что нам делать, поэтому это же не вредно, строительный мусор. Мы оштрафовали, предписание выдали, администрацию, район уведомили. Сегодня они говорят, брать не можем, берег крутой. Местные жители, братья Далаковы, рассказывают, отходы сюда сбрасывают на протяжении 15 лет. Кстати, они в числе тех, кого оштрафовали в размере 3000 рублей. Не то чтобы их ловили за руку при сбрасывании мусора, просто за то, что свалка образовалась у них перед носом. Неоднократно братья проводили беседу с теми, кто скидывал отходы, но все без толку. По их заявлению, проблему нужно решать совместно с администрацией сельского поселения. Кого не спросишь, ночью, говорят, высыпают, мы не знаем кто. Любого человека, так мы в мечетях везде объясняем, стараемся, чтобы люди поняли, что действительно это природоохранная зона и таких вещей допускать нельзя. В любом случае привлечем технику, мы постараемся здесь навести порядок. Во всяком случае, этот берег мы очистим. Тут у нас всего 2-3 места таких. Поэтому эти 2-3 места я постараюсь сделать все, что возможно, что невозможно, силами администрации, общественностью. Жители должны понимать, что вред они наносят не только окружающей среде, но и своим детям, которые играют потом с этим мусором. А рядом еще пасутся животные. Они эти отходы едят. В общем, вся ситуация неблагоприятно сказывается на отдыхе и жизни в целом. Лина Цычоева, Асхабила, Киев, Новости 24.